Я художник закончил пединститут. Я художник. На стенах портреты на камне, гравировкой. Все подряд, маслом холст. В СИЗО я начал рисовать. Потому что самое трудное вот, в тюремных реалиях, самое сложное это девать время куда-то. Я решил их портреты рисовать. Портреты их рисую его лично. Пацана, допустим, нарисую. Потом при свиданке он супруге кому-то дает домой. В семье у нас с подачи сотрудников полиции и КНБ у меня был бракоразводный процесс еще до Хантара. Но был всегда был шанс как бы остановить его у нас, вернуть семью. Я всегда пытался, и всегда был шанс, и шансы были немаленькие. Но Хантар он усилил и ускорил. После Хантара я уже, получается, вышел разведенный, все, на улицу выброшенный. Я оказался один, без семьи. В данный момент я снимаю комнату в общежитии. Это временно. Передачи передавали активисты. У меня как получается, я тогда не знал, но у меня уже семьи не было. Никто не смог ко мне приехать, только активисты. Мне передачи передавали. Карандаши, ручки, бумаги. Знали, что будут потеркушками заниматься. Они нас избивали, потому что где-то там кому-то голову отрезали. Повторяю, с нами были женщины. С нами была Бибигуль Хабден рядом со мной и Толкун Шавалиева. Избивали также. Таң қалдыратын нәрсе, адам бола тұрып, жарайды қазақ бола тұрып олар сондай қатыгезді өздеріне кешіреді сондай нәрсені. Мен ойлағам ғой, қазақтар не менттар жақсы менттар бар, жаман менттар бар деп айтты ғой бұрын. Қаңтарда көрдім, олар бәрінің қанға қолын мала салады екен. Бұйрық берді ме? Барып та мала салады, өлтіре салады, қинай салады. Бірақ одан кейін олар өздері соны кешіре салады. Кейбіреу мешітке барады, намазын оқи ма, білмеймін, кешіреді өздеріне. Білмеймін қалай олар өмір сүреді сондаймен. Олар адам ретінде қазақты емес, енді адамды қинауды, тірі жанды соғышыма қинауды, соған мәз болуды ұқпаймын мен. Олар реально риза болды ғой, мынандай рұқсат берді сондайға. Хантар раскрыл наконец-то глаза. В данный момент, как после Хантара, все поголовно, весь народ, даже те же менты и даже те же сами политиканы, которые сами же мутят все это, они раскрыли глаза, поняли, что происходит. Но другое дело то, что они готовы ли действовать, что-то менять. Нужно менять, это понятно, но готовы ли что-то менять, это другое. Но, по крайней мере, глаза раскрыты. Ни одного нет человека, который не понимает, что происходит. Что Хантар это не то, что люди вышли и просто власть может избить, расстрелять. Это не просто какой-то митинг, а это как бы показатель того, что менять можно. И люди вышли, мы действительно поменялся Казахстан, по идее, он победил полностью. Осталось только действительно сменить правительство, которое гнобит народ. Власть поменяться. Оно вот должно было, и Токаев использовал ОДКБ. Пострелял в людей и все, всех напугал. Напугал тем, что пострелял, и тем, что избил, попытал. Теперь у людей немножко появился страх, и они немножко путают причинно-следственные связи. Думают, сейчас мы выйдем опять же на мирный митинг, и нас будут опять же стрелять, опять же избивать. Как будто для этого выходим. На самом деле выходим, чтобы этого не было. И людям это объяснять трудно. Хантар повторится, и он повторится так, что на этот раз люди добьют до завершения. Хантар был недавно, они знают, они помнят.